Согласно жилищному кодексу Абхазии, принятому депутатами в первом чтении, определенным категориям граждан будет доступно кредитование покупки жилья с 0% ставкой. В пояснительной записке говорится, что основная задача государства — создать механизмы решения жилищной проблемы для всех категорий граждан, среди которых многие имеют невысокие доходы, но не подпадают под категорию нуждающихся. Для них в кодексе будут предусмотрены некоммерческий найм и другие формы поддержки. Когда в Абхазии появится вообще ипотека и в каком виде может развиваться долевое строительство, о законодательных инициативах подробно будем говорить в студии. У нас сегодня гости, застройщик Константин Тарба. Константин, приветствую. Добрый Спасибо, вечер. что заглянули к нам. И глава управления исследования информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квиквискири. Георгий, спасибо, что с нами сегодня. Итак, наверное, начнем разговор с того, вообще, как вы восприняли эту законодательную инициативу, потому что многие люди с таким воодушевлением, что вот начинается ипотека, можно приобрести уже квартиру, но пока что речь идет о нормативной базе, которая создает условия для развития вот этой программы. Вы как восприняли лично? Константин, с кого начнем? Ну, во-первых, вопрос стоит не именно об ипотеке. Там жилищный кодекс рассматривался, насколько мне известно. Я, конечно, не юрист, застройщик, строю, и понимаю, что это необходимая мера. Еще со времен СССР не менялся жилищный кодекс. Но 81 года, напомним нашим слушателям. С 81 года, да, и с 81 года не менялся, а необходимость в этом вообще критическая, потому что жилищный кодекс, он подразумевает отношения между органами госуправления, местных администраций и гражданином непосредственно. Там будет я по роду своей деятельности изучал некоторые кодексы постсоветских республик. Там вообще более 2000 пунктов отношений между государством и гражданином. И там не всегда государство всю ответственность берет на себя. То есть есть меры, которые необходимы для того, чтобы удерживать в хорошем состоянии нынешнее жилье, которое тоже уже ветхое. Есть придворовые территории, общие территории. Граждане взяли на себя ответственность. Да, и вот это все надо узаконить, надо все поставить на рельсы и идти в правильном направлении, по закону, чтобы это было. Далее, там есть такие нормы, как расширение территории квартир. Сегодня у нас вообще повсеместно идет увеличение балконов, территорий, захват площадок, перепланировки квартир. Это все влияет на общую конструкцию дома, на период, состояние, на состояние, безопасность. Конечно, на безопасность в первую очередь. Это сегодня не ощущается, но в определенный период гарантийный срок службы будет подходить, и это все будет критически ощущаться для граждан на их безопасности, на их жизнедеятельности в этих квартирах, в этих домах. У нас много инвалидов живет в этих домах, не предусмотрено вообще ничего. То есть инвалиду сегодня очень сложно в определенных случаях выйти вообще жить вообще в многоквартирном доме. Но мы про детали сейчас как раз будем говорить. А то, что касается ипотеки, конечно, это вообще тоже классная идея, классная инициатива. Но тут все упирается, конечно, в банковскую сферу. Здесь нужны деньги, большие деньги. Мы все вопросы Георгию адресуем и надеемся услышать ответы, почему, что и как. Но пока про то, как восприняли, а потом мы обсудим детали вообще, что на самом деле у нас происходит, зачем нам этот кодекс нужен. Как вы сказали, многие вчера с воодушевлением восприняли эту новость о том, что в Абхазии якобы появилась возможность взять ипотеку. Мне кажется, многие просто стали жертвами громких заголовков, и дальше в заголовках не стали они не наших, слава читать. богу. Да, это были не... Да, отмечу, что спутник Абхазии в данном случае не грешил подобным. А просто-напросто за заголовком, если бы граждане прочитали, то увидели бы, что всего-то в первом чтении принят, вот как было сказано, жилищный кодекс, и просто, получается, на данном этапе внедряется понятие такое, как ипотека. Естественно, это все довольно-таки далеко от практической реализации но, тем не менее, ипотеки. это шаг.
Естественно, то, что есть первый шаг, это прекрасно. В дальнейшем будет создаваться нормативная база, но нужно учитывать то, что можно, как говорится, в законе прописать все, что угодно, но мы всегда упираемся в практическую реализацию. А практическая реализация на данном этапе не представляется возможной, потому как все мы прекрасно знаем, что ипотека — это прежде всего долгосрочное кредитование, минимум 10, там, 15 и даже 30 лет. Соответственно, для того, чтобы кредитовать население доступной ипотекой, нужны долгосрочные ресурсы. А у банков, как мы все прекрасно знаем, на данном этапе основные ресурсы — это либо кредиты, полученные в порядке рефинансирования от Национального банка, которые практически исчерпаны, и либо вклады населения. Но, опять же, вклады населения, они не привлекаются на 15, 20, 30 лет. Соответственно, разрыв между обязательствами и кредитами может вызвать очень негативную ситуацию в банке. Банковская система не готова пока на данном к этапе, да, не приходится говорить о том, что прям возможно внедрение в ближайшие перспективы ипотеки. Но, естественно, надо работать, надо изучать этот момент всеобъемлюще со всех сторон. И, естественно, там нужно уделить внимание и государственному участию в ипотеке, для того, чтобы... Для отдельных категорий. Вот там как раз в законе разработчик закона, один из разработчиков Резу Зантари нам рассказывал, для чего вообще это делают. Для начала для определенных категорий, которые нуждаются в жилье, но не могут приобрести. Там есть программа жилища, они под нее не попадают, но вот есть люди, которым все-таки нужна помощь. Хотя бы вот если взять небольшой процент населения, может ли государство вот хотя бы какую-то часть потянуть, если это не ипотека на 30 лет, ну, хотя бы на 10 лет. Вот застройщикам интересно было бы в этом поучаствовать? На каких условиях вам было бы интересно поучаствовать? Ведь в некоторых странах, где начинали вообще эти программы, они же тоже не с маленьких процентов начинали, иногда такие тяжелые были, да, кредиты по ипотеке, но тем не менее как-то вот старт был дан. Может быть, как-то государство часть нагрузки возьмет на себя. Вы каким бы видели свою часть, да, как бы заинтересовались? Конечно, мы же сегодня работаем по закону жилищно-строительного кооператива. Это то же самое, просто сроки намного меньше. Вот вы сегодня сказали, сейчас программа жилища есть, да, там я где-то читал, что там 60 миллионов в год выделяется. Ну, если бы, конечно, нам предоставили условия, мы бы на эти деньги тоже могли бы предоставлять вот определенной категории, определенную квадратуру, вот и малоимущим, там, всем, кто стоит в очереди. Но для этого, конечно, нужны условия. Это земельные участки бесплатно, подключение к сетям бесплатно. Мы сегодня за этих условий платим там в Черноморэнерго, ну, понятно, что у них тоже проблема и тоже критическая ситуация, но мы за это за все платим. Если нас от этого от всего освободить и дать нам какое-то финансирование, ну, которое вот предусмотрено, я думаю, мы бы смогли определенное количество людей каждый год расселять. А конкретно уже какое количество надо садиться, разговаривать непосредственно уже с органами государственной власти. То есть вы готовы даже какие-то свои деньги вложить, конечно, растянуть это на какой-то период при условии, что государство вам предоставит льготы в виде вот там подключения, вот возьмет на себя или как бы спишет, или там какие-то каникулы. Какие-то каникулы возьмет на себя, там, подключение, тот же водоканал, те же сети, тот же... То есть это такая серьезная статья расходов. Конечно, серьезная статья расходов. Мы сегодня земельные участки покупаем за баснословные деньги. Если разделить там все на строительство, на сумму строительства за квадратный метр, мы вкладываем в земельные участки большие деньги. Я думаю, у государства еще есть какие-то резервы, которые они могут выделить для строительства именно под жилье малоимущим семьям и тем категориям, которые стоят в очередях, которые не имеют вообще никакого жилья. К сожалению, я не думал раньше, что такие в Абхазии могут быть с таким большим количеством жилья.
при там Советском Союзе. Но сегодня оказалось так, что огромное количество семей, молодых семей, которые вообще не имеют никакого жилья. Ни в деревне у них ничего не осталось, есть там участок тоже, но жилья самого нет. И вот таким семьям мы могли бы помогать. Конечно, может, это не в таком количестве большом, но если это умножить Какой-то на десятилетия, то получится большой объем. Георгий, вот что вы могли бы по этому поводу сказать? Бизнес готов вложить вот в такие проекты? Ну, во-первых, следует отметить то, что если мы говорим про строительство жилья для малоимущих, для нуждающихся граждан, то, соответственно, это не первая и вторая береговые линии, это должны быть какие-то, наверное, более дешевые участки, какие-то, может быть, выделенные земли специально для этого. Ну, в свое время новый район был построен, да, мы прекрасно зарекомендовала себя такая практика. Может быть, в дальнейшем получится найти соответствующие земли для того, чтобы там можно было построить соответствующее жилье для таких вот категорий населения. Что касается банковской системы, мы со своей стороны могли бы обойти очень много моментов, учесть для себя в практике, то, что было, допустим, в России, когда были неблагонадежные застройщики, когда люди вкладывали деньги и при этом в жилье и не получали жилье, обманутые и так далее. Для этого, например, вот в России относительно недавно, в 2014 году, было введено понятие эскроу-счета. В данном случае банк выступает гарантом между застройщиком и, соответственно, заемщиком. Эти средства, которые попадают на эскроу-счет, они не могут использоваться до того момента, пока не будут соблюдены определенные условия, критерии. То есть, когда застройщик, соответственно, со своей стороны закончит строительство объекта, либо выполнит какие-то обязательства. Да, и заемщик, когда внесет свои средства. Но для того, чтобы банк... Но в данном случае застройщик не может пользоваться средствами, которые присутствуют на эскроу-счетах. Соответственно, нужна какая-то государственная поддержка, то есть, чтобы застройщик мог привлечь, допустим, от государства эту сумму, а когда объект будет сдан, они, соответственно, со своих эскроу-счетов смогут погасить задолженность перед государством. Да. Но, естественно, нужно понимать, что речь идет о значительных суммах, и насколько... Когда мы говорим о поддержке государства, она не упирается только в субсидирование процентной ставки. Вот какие-то вот другие механизмы, они тоже вот необходимы, как Константин сказал, выделение каких-то, может, участков, бесплатное подключение к инфраструктуре и так далее. Вот. Но есть же еще другая ипотека, когда ты имеешь какое-то жилье, ты хочешь улучшить жилищные условия, ты продаешь, допустим, закладываешь, да, в банк однокомнатную, допустим, квартиру и по ипотеке приобретаешь, доплачиваешь и покупаешь квартиру побольше. Вот когда у тебя есть залог и какой-то первоначальный взнос, вот такая ипотека, если не о полной сумме идет речь, о небольших суммах, да, все-таки разница, когда ты покупаешь сразу двухкомнатную или когда у тебя есть однокомнатная, ты хочешь добавить и купить. Вот такие варианты, когда не о малоимущих, а вот люди хотят улучшить жилищные условия. Ну, такие случаи тоже бывают, конечно. Мы вместе с жильцами этих квартир, с хозяевами, собственниками ищем покупателей на эту квартиру. То есть вы, по сути, этим занимаетесь, только без банков это делаете? Без банка, без каких-то... Без посторонней помощи, грубо говоря. Мы сами все это делаем, ищем покупателей, так как к нам часто обращаются люди, которым нужна там маленькая квадратура. Вот мы подыскиваем, может, ему понравится квартира в этом районе, в этом доме. Он покупает, и эту сумму мы вкладываем в новое строительство, и бывший хозяин этого жилья нам доплачивает постепенно, там, за 2, за 3, за 4 года. И берет квартиру побольше. То есть вы рассрочку делаете? Рассрочку, то есть, конечно. По сути, вот это уже программа, она работает и не один год, по-моему. Да, с 2012 года мы работаем. Насколько это успешно? А у нас нет другого выхода, у нас нет больших денег, что вкладывать, и мы вот рассрочку рассматриваем в виде не только как помочь кому-то приобрести жилье, но и как возвести, как не останавливать строительство. У нас может быть цена пониже из-за того, что вот мы
мы делаем такие вещи. Маржа пониже, зарабатываем меньше денег. Но процесс идет, у нас работает куча людей, они приносят домой зарплату, кормят своих детей. Мы тоже зарабатываем, мы этого тоже не скрываем. Процесс, в общем, идет. Тяжело, с натяжкой, конечно. Развивается. Да, но хотелось бы, конечно, помощи. Вам нужен этот закон вообще? Вот да, если он заработает, если его примут, пока первое чтение, мы о первом чтении говорим, но вы говорили, что 81 года, что старый закон, а вы сами сталкивались с тем, что вот закон старый, и нам нужно его обязательно менять? Вот такая необходимость. Ну, как застройщики, это же не градостроительный кодекс, это вы жилищный передаете на кодекс. Баланс города. Да, вообще мы передаем на баланс города, и уже город определяет свои отношения с гражданином, собственником жилья. Мы особо в этом законе, этот закон нас напрямую не затрагивает. Это отношения, еще раз повторюсь, между органами управления и гражданином. Нам, конечно, хотелось бы, как застройщикам, чтобы градостроительный кодекс тоже приняли, хотя бы начали над этим работать. Это тоже необходимая мера. Вот там уже указаны все нормы строительства, вот как Георгий сказал, первая линия, вторая линия, как она будет стоять, где, куда город будет развиваться. У нас сегодня город, он насыщенный стал, центр маленький, есть новый район, старый поселок. Все хотят жить в центре, но они же не могут, мы же не можем растянуть город. То есть, смотрите, застройщик говорит, хочу градостроительный кодекс. Это вы должны как бы говорить, что пусть не будет, потому что я буду строить там, где я хочу, пока нет закона. А вы, наоборот, почему вот? Потому что мы любим свою родину, свой город, мы хотим, чтобы здесь жили наши дети, мы понимаем, что если здесь все хаотично настроить, здесь то есть даже вы хотите, Шанхай, грубо говоря, конечно. А я подумала, что вот все-таки какие-то юридические тоже моменты, вы тоже с этими проблемами сталкиваетесь. Будет сложнее, тяжелее, но надо думать о будущем, о перспективе, как это будет работать. И город именно Сухум, как Сухум, он должен в какую-то сторону развиваться, куда-то идти дальше. Новый район будет, еще новейший район должен появиться. Никак иначе. То есть вы хотите видеть в будущем, как это может развиваться. А долевое строительство, если о долевом строительстве говорят, такая же практика тоже есть. Вот есть деньги у людей, хотят сложиться, построить какое-то жилье, вот с вами договариваются. Вот такое строительство, что же это практика? Мы сегодня так и работаем. Жилищно-строительный кооператив, это то же самое. Мы собираем потенциальных покупателей, создаем жилищно-строительный кооператив. Каждый из них покупает там себе квадратуру определенную, скидывается деньгами, мы им строим. Это, в принципе, одно и то же. Ну, это не регулируется пока никакими вот между вами какими-то правоотношениями, просто на договоренностях устных. Нет, у нас, конечно же, есть юридический договор, там все прописано, квадратура, цена за квадратный метр, срок сдачи, срок подключения к коммуникациям. Вы опираетесь на вот этот 81 года документ? Ну, грубо говоря, да. Вот долевое строительство, например, если какую-то часть, не знаю, банки, может быть, могли бы финансировать людей, допустим, у которых есть какой-то стабильный доход, но вот не хватает, а готовы ежемесячно выплачивать. В какой форме банки могут все-таки участвовать? Или в Абхазии сейчас вообще нет возможности каким-то образом? Ведь банк же тоже может заработать вот в этой истории тоже что-то. Где-то и упущенные возможности. Понятно, денежной массы нет, но... Ну, вообще начнем с того, что понятие ипотеки в идеальном случае, естественно, выгодно всем. Выгодно и банкам, выгодно заемщикам, выгодно, естественно, застройщикам, когда застройщик может реализовать свое жилье, получив деньги сразу непосредственно от банков. Но, допустим, на Западе, да, они, когда выдают ипотечный кредит, они еще могут, соответственно, под него выдавать ипотечные облигации, деривативы и так далее. То есть они могут сразу вернуть деньги. Допустим, в нашей ситуации может быть невыгодно для банков в том случае, если цена на жилье будет снижаться, либо заемщик не сможет платить. Да? Ипотека не сможет быть выгодной только вот в таком случае. Ну, все мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, цены на недвижимость у нас только будут расти. Соответственно, у нас вот проблема остается вот в плане
платежей. Как контролировать этот процесс, как изымать в случае неуплаты вот это жилье. Во-первых, у нас, согласно Гражданскому кодексу, единственное жилье, если мы говорим, да, для тех, об улучшении условий жилищ для... Забрать единственное жилье невозможно. Невозможно. Но, тем не менее, Практика законы же, можно какие-то поправки, оговорки, ты приобретаешь... в основном ипотечное кредитование сегодня страхуют. Это уже отдельно страховая компания занимается. Должно быть страхование жилища, страхование жизни заемщика. Там много моментов, очень много. Там, на самом деле это очень масштабный проект, да, масштабные действия должны быть и как со стороны и законодательной власти, исполнительной, и со стороны банков, как все, и застройщиков, все вместе должны подключиться и постепенно улучшать вот эту ситуацию, чтобы реально люди, граждане обычные... Я думаю, что я одним из первых буду в очереди тех людей, кто будет стоять на приобретение жилья в ипотеку. Но... Ну, смотрите, мы говорим, что да, это нужно, то нужно, третье, десятое, но на практике же это уже какие-то примеры есть. На практике примеры есть. Ну, опять же, это все связано со многими... Я думаю, им это все не очень просто удается, искать жилье и так далее. Это когда мы слушаем Константина, мне кажется, что это как будто бы очень легко сделать. Нет, это вот расскажите, у нас мало времени. Нелегко. Вы, кстати, же были у нас на одном объекте по реновации именно. Мы взяли старый дом, и реставрируем его. Это очень сложно. Это другой уровень. То есть, если мы в определенных случаях строим новые дома, и там элитное жилье, и покупают состоятельные люди, тут мы столкнулись с тем, что подаем квартиры по другой совсем цене, да, дешевле, и тут уровень заработка у людей совсем другой. И, к сожалению, мы столкнулись с тем, что многим людям не удается выполнять свои обязательства, и нам приходится очень тяжело и сложно, долгов. Да, вот так вот. И теперь вот сейчас, вот с 1 февраля, даже у нас есть случаи, мы сейчас уже начинаем изымать, да, недвижимость, возвращать средства, и это тоже очень плачевно в определенных случаях происходит. Люди не хотят это делать, потому что это как говорится, последняя, единственная надежда, как переехать со съемной квартиры куда-то в свое жилье. Да, у него не получается месяц, 2, 3, полгода, но он же в голове уже представил себе, что он там будет жить, владелец, собственник. А мне тяжело, я не могу без денег сдать ему жилье, то есть я должен за свои деньги построить ему, отремонтировать, сдать и ждать там 5-6 лет, когда он эти деньги вернет мне. Это очень тяжело на самом деле. Ну, как некоторые предлагают, вот мы арендуем квартиру, там 20-30 тысяч в месяц платим, мы готовы платить за жилье. Вот такая сумма устроит застройщика? Нет. Это слишком маленько. По 20-30 тысяч это на 25 лет получится. Где мне взять деньги на 25 лет? В данном случае нужна ипотека, чтобы застройщик сразу получил свои деньги, а банк, соответственно, вот такими вот платежами и смог вернуть сумму. Но, опять же, мы упираемся в те же проблемы, которые многократно были озвучены и здесь в эфире, и в различных вариациях. Обсуждалось это. Короткие деньги, в принципе, сегодня нам тоже банк может дать, но это тоже на год, на 2 нам выгодно их взять. Если мы по такой процент возьмем деньги на 20 лет, мы никогда ничего не заработаем, тут даже не в заработке делать. Мы никогда не рассчитаемся ни с банком и не достроим тоже. Какая ипотека возможна в ближайшем будущем? Вот так, если коротко, завершая наш разговор. Вот на что нам в ближайшее время можно рассчитывать? На 20-30 лет, там, по низким ставкам? Я думаю, пока не приходится говорить о таких сроках и о таких суммах. То есть экономические реалии. На данный момент, если в реальности смотреть на ситуацию, то не приходится говорить о таких сроках. Мы сейчас расстроили слушателей окончательно. Только если вот какие-то программы в виде вот жилища. Я недавно еще видел, была программа по расселению какого-то аварийного дома. Можно вот под такую программу тоже на такие деньги построить жилье, чтобы остался какая-то квадратура, тоже раздавать малоимущим семьям.
Только программы можно То есть сегодня только при использовать. участии государства, вот Конечно. именно если государство будет какие-то из бюджета деньги выделять, в таком случае Государство можно должно дать быть старт. гарантом вот всех вот этих мероприятий. И можно рассмотреть, опять же, варианты вот в России, да. Как пример России использовать, но Россия уже на таком этапе, что нам сложно сразу вот В России, да, очень много. вступить есть. да, в такой этап. Вот нам нужно как раз перешагнуть многие моменты и Использовать опыт. Да, Спасибо, что накопленный опыт. были у нас в студии, поговорили. Обязательно к этому разговору вернемся. А нашим слушателям я напомню, когда в Абхазии появится ипотека, в каком виде она может развиваться, об этом говорили в студии с застройщиком Константином Тарбо и главой управления исследований информации и статистики Банка Абхазии